Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов принял участие в первом заседании попечительского совета Болгарской исламской академии в Татарстане. Школа «Дом 2» мудрый, строгий и родной. Вот уже 20 лет. Первая гимназия Карабулака отмечает сегодня свой 20-летний юбилей. Сегодня Всероссийский день зимних видов спорта. В регионе к дате приурочили турнир по хоккею. Расскажем, как проходило ледовое противостояние команд. На телеканале «Ингушетия Новости-24». Здравствуйте. Первое заседание попечительского совета Болгарской исламской академии, посвященное развитию и перспективам вуза, состоялось в Татарстане. Встреча прошла под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. На заседании присутствовал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, являющийся членом попечительского совета академии наряду с другими руководителями ряда российских субъектов. Подробности в нашем материале. Перед началом заседания Махмуд Али Калиматов посетил Музей истории болгарской цивилизации. Музейно-выставочный комплекс «Памятный знак» в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году. Библиотеку, осмотрел учебные аудитории и совершил молитву в Белой мечети, находящейся на территории ансамбля. В ходе ознакомительной экскурсии ректор БИА Данияр Абдрахманов рассказал об истории создания академии, учебно-образовательной и научно-исследовательской деятельности, планах дальнейшего развития учебного заведения. Открывая совещание, Сергей Кириенко подчеркнул, что президентом России поставлена задача по восстановлению и развитию традиционной отечественной исламской богословской школы. По словам Сергея Кириенко, Владимиром Путиным принят целый ряд решений по поддержке Болгарской исламской академии, а также увеличению финансирования фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Президентом нашей страны тут целый ряд решений приняты о поддержке развития Болгарской академии, о создании нашего попечительского совета. И более того, у нас уже несколько лет работает фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. Президентом принято решение об увеличении финансирования этого фонда, в том числе из бюджета Российской Федерации. И я думаю, что в рамках нашей дальнейшей работы мы посмотрим еще и на то, как этот фонд поддержки развития исламской культуры и образования сможет посодействовать в работе Болгарской академии. В первую очередь речь идет о поддержке и абитуриентов, и обучающихся студентов. Ну и, конечно, очень важна поддержка и преподавателей, профессорско-преподавательского состава, и очень важна поддержка выпускников, особенно в первые годы. Вот это важнейшая вещь, да, чтобы создать соответствующие условия. Нам ведь нужно сделать так, чтобы и качество образования было конкурентоспособным. Понятно, что Болгарской академии предстоит непростая конкуренция с зарубежными образовательными учреждениями, и эта конкуренция должна обеспечиваться качеством преподавания, качеством программ. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что создание Болгарской исламской академии стало первым масштабным проектом развития мусульманского образования в современной истории России. Мусульманское религиозное образование имеет в нашей стране тысячелетнюю традицию. Богатое наследие, оставленное предками, получило свое достойное продолжение в трудах выдающихся просветителей и религиозных деятелей XIX и начала XX веков. В советское время развитие мусульманского религиозного образования было прервано. Свое возрождение оно получило в конце 80-х, начале 90-х годов. Тогда появилось множество мусульманских учебных заведений и учебно-просветительских центров. Вместе с тем дали о себе знать проблемы, связанные с утратой образовательных традиций, отсутствием квалифицированных кадров, привнесением взглядов, чуждых для мусульман России. Зачастую наши студенты попадали под влияние разных экстремистских течений и радикальных религиозных групп. Осознание имеющихся проблем, принятие совместно с правоохранительными органами последовательных решений позволили изменить ситуацию. В числе принятых решений создание Российского исламского университета, реализация федерального плана мероприятий по углубленному изучению ислама, создание Совета по исламскому образованию, который выполняет важную функцию по координации деятельности основных
мусульманских учебных заведений. По мнению Махмута Али Калиматова, вопрос подготовки кадров духовенства или специалистов со знанием ислама является одним из магистральных для достижения успеха в установлении мира и противостояния идеологии религиозного экстремизма. И противостоять разрушительным, радикально и агрессивно настроенным силам необходимо в первую очередь через истинные знания и качественное образование. Руководитель субъекта также отметил, что в республике функционируют два высших исламских заведения – Ингушские исламские университеты в Малгобеке и в Сундже. Примечательно, что выпускники последнего продолжают учебу в научно-богословском центре в Болгаре. О выявленных в республике фактах роста цен на медицинские маски с декабря 2019 года по январь текущего говорили на совещании под руководством исполняющего обязанности председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина. По словам вице-премьера Марьям Амриевой, в аптеках республики цены действительно повысились. На ситуацию повлиял не только большой спрос на них, вызванный в том числе ситуацией с распространением коронавируса, а увеличение стоимости товара поставщиками. Руководитель регионального Росздравнадзора Ахмед Боров проинформировал, что по результатам мониторинга в медицинских организациях региона в среднем имеется 6-месячный запас масок, а в аптечной сети и оптовых организациях 10-12-дневный запас. Закупка производится по мере необходимости, дефицит масок в республике не ощущается. Но нельзя наживаться на беде и допускать необоснованного повышения цен на средства индивидуальной защиты, подчеркнул Владимир Сластенин. Премьер рекомендовал Росздравнадзору отслеживать случаи экономически необоснованного роста цен на медицинские маски. Кроме того, Владимир Сластенин поставил задачу провести работу с представителями аптечных сетей по недопущению реализации крупных партий средств индивидуальной защиты. Первая гимназия города Карабулак празднует сегодня свой 20-летний юбилей. Празднование дня открытия родной Альма-Матер прошло красочно и с участием выпускников и преподавателей разных лет. Стихи, посвященные школе, теплые воспоминания, встреча с одноклассниками. Все это сопровождалось большой концертной программой. Скольким выпускникам гимназия открыла дорогу в жизнь, знает Жаредат Халухоева. Наполненная особым вниманием, яркими моментами и любящими преподавателями. Такая она, родная школа, глазами младшеклассников. Юбилей гимназии для них такой же радостный день, который когда-то послужил отправной точкой для тысячи детей. Одна из первых выпускниц Залина Арапеева. Тот момент, когда впервые переступила порог школы, помнит как сейчас. Сегодняшнюю встречу со своими бывшими одноклассниками и учителями она ждала с особым трепетом. Сейчас мы видим, гимназия очень приумножила. Гимназия хоть и молодая, но она очень красивая. Очень много инновационных проектов в гимназии. Мы сегодня были в классе Роснефти и в классе информатики. Сейчас очень много возможностей для выпускников и для учащихся этой гимназии. Гимназия, конечно, очень процветает, и мы этому очень рады. Преподаватели, как и учащиеся, тоже ждали и готовились к этой встрече с особым предвкушением. Каждый из них знает, они выбрали ту самую профессию. Борис Льянов руководил гимназией 15 лет с момента ее открытия. Педагог с большой буквы. Часть его души до сих пор принадлежит ученикам и любимому делу. Учителями славится гимназия, действительно. Ученики приносят славу. И мне нравятся эти слова. Действительно, они приносят славу нам. Поэтому наши ученики всегда учатся показывать самые красивые свои поведения, где бы они находились, в Москве, в Ростове, в Питере и так далее. Они учатся в самых престижных вузах, они показывают прекрасные, хорошие знания, являются одними из лучших студентов. Вспомним Баракоеву Ильяну, Ашу Анзора и многих других. Определенно обозначенные вами мы сохранили. Сохранили мы также традиции гимназии. Мы их развиваем, приумножаем. Ежегодно наши гимназисты лидируют по результатам региональных этапов Всероссийской предметной олимпиады. До 2000 участников научного общества гимназистов ежегодно становятся победителями и призерами различных всероссийских олимпиад, конкурсов.
конференции. Гимназия действительно создала свою летопись истории с множеством событий и достижений. В составе ее коллектива 2 признанных учителей России, 8 заслуженных преподавателей Ингушетии и 27 почетных работников среднего и общего образовательного звена. Райхан Муцольгова преподает здесь историю с момента открытия. Все это время она даже не думала менять учебное заведение. Вообще, это моя 3-я только школа за всю долгую мою карьеру. И в этом плане я человек очень консервативный, но если я здесь так долго работаю, значит, меня здесь все устраивает. Начиная с моего первого директора, которому я буду очень благодарна, это Ильянов Борис Умарович. Сейчас у нас 5 или 6 лет. Бокова Лилия Хусеновна, она продолжает все то, что было заложено нашим первым директором, то, что мы начинали. Начинать всегда тяжело, конечно, мы все-таки были первопроходцы, пионеры в этом смысле. Но вы знаете, славу этой гимназии делали не только мы, учителя. Мы бы здесь были просто пустым местом, наверное, если бы не наши ученики. Наши благодарные ученики. За эти годы гимназия выпустила 1000 юношей и девушек. При этом 72 из них окончили 11 класс золотыми медалями. Ежегодно ученики занимают призовые места на региональных и всероссийских олимпиадах, участвуют во многих конкурсах и соревнованиях. Я очень рада, что попала именно в гимназию. И учусь я здесь уже 4 года, с 5 класса. И за это время я могла сравнить ту школу, в которой я училась раньше, и гимназию. И могу сказать, что в гимназии обучают намного лучше, все намного серьезнее. И именно в гимназии детей обучают одни из самых лучших учителей, в чем нам очень повезло. Впрочем, в этот праздничный день школа преобразилась в большой концертный зал. Это еще одна традиция, устоявшаяся меньше чем за четверть века – творчество. Любовь Порохоева несколько лет преподавала в гимназии вокальное мастерство. И сегодня просто не могла не прийти и не поздравить своих бывших коллег с юбилеем. Большой радостью пришла поздравить прекраснейший коллектив этой гимназии, всех ребят, всех замечательных детей с этим замечательным праздником. Хочу пожелать им всего самого наилучшего, чтобы у них было крепкое здоровье, чтобы они совершенствовались и совершенствовались. Праздничное настроение подхватили и школьники. Такое без преувеличения событие для них – это гордость за свою гимназию. 20 лет – это определенный рубеж, высокая ступень, на которую нужно было подняться. На вопрос, что пожелать на юбилей, ответ у именинников простой – отпраздновать столетие. Сохранить и приумножить традиции гимназии, чтобы уже дети сегодняшних учеников также звонко и радостно посвящали стихи и песни своей альма-матер. Жарадат Хулухоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Ясные дни в регионе сменились снегопадом. Жители этому только рады. А вот альпинистам приходится нелегко. Но несмотря на капризы погоды, чемпионат России в Джераавском районе продолжается. Сегодня 4-й день. Правда, прохождение некоторых маршрутов усложнилось. Несколько команд решили спуститься вниз в базовый лагерь. По предварительным данным, лидер турнирной таблицы – команда Красноярский край-1. На 2-м месте Санкт-Петербург-3, на 3-м Санкт-Петербург-1. У нас снег идет сильный 2-й день, поэтому сейчас новые команды не выходят на маршрут, буду ждать, а на восхождениях сейчас 3 команды. Они идут, все. Конечно, очень медленно из-за снега. 2 команды Ставрополя и 1 команда Санкт-Петербурга продолжают восхождение. Самое главное у нас это связь. Регулярность с командами она есть. Потом дежурство у нас МЧС есть. И скорая помощь всегда есть на месте. Так что в этом смысле все остальное, там питание, все, столовая работает, транспорт работает. Так что все нормально. Сегодня Всероссийский день зимних видов спорта. В Ингушетии к нему приурочили турнир по хоккею. Состязания проходили на ледовой арене Эрзи в Насыркорте среди детей и взрослых. В турнире участвовали 6 детских хоккейных команд и 5 команд ночной хоккейной лиги. Что организаторы подготовили для победителей и как проходили матчи на льду в следующем сюжете. Хочу вас всех поздравить с этим днем.
пожелать вам удачи, крепкого здоровья. Старайтесь, слушайте своих тренеров, и все у вас получится. Торжественная церемония предвещает не менее зрелищной игры. Открытие турнира по хоккею среди детей и взрослых сопровождается красочной концертной программой, настраивая тем самым игроков на бескомпромиссную борьбу. Наша цель – популяризировать хоккей на территории республики, чтобы была вовлечена молодежь и юноши, конечно, юноши. Дети – это наше будущее. Мы будем делать все возможное от нас, чтобы мы популяризировали, и именно хоккей у нас востребован. Будем помогать детям. Важно отметить, сколько зимних видов спорта и способов активного отдыха существует в наше время. Весьма популярные как по всей России, они снискали огромный интерес и в нашей республике. История возникновения самого праздника начинается с 2015 года, решение об утверждении которого было принято во многом благодаря российским спортсменам, точнее их достижениям и рекордам на мировых аренах. Сегодня у нас праздник, так как один из зимних видов у нас уже в республике существует. Я думаю, в дальнейшем мы постараемся еще несколько видов спорта, зимних видов спорта открыть. Но пока хоккей. Трус не играет в хоккей. Эта известная фраза, кажется, вкратце описывает саму игру. Борьбу за шайбу, лидерство на льду, резкие контратаки и нападения. Счет на табло 7-1, и хоккейный клуб «Магаз» уступает с большим отрывом своему сопернику. О том, что сплоченность и командная игра на льду приносит победный результат, хоть и всем известно, но наглядно это сегодня показывают Ибрагим и Ислам, игроки клуба «Эрзи». Я в хоккее учусь, тренируюсь 5 лет. И он мне очень нравится. Мы уходили на лед, мне дали пас, я ударил, забил гол, счет стал 7-1. 7-1? Ты один гол забил? 2 гола забил. Трибуны активно поддерживают свои команды. Самый юный болельщик в зале Сулейман Гантимиров поделился с нами впечатлениями об игре. Мой брат пришел сегодня участие, он играет в команде «Магаз». Сегодня я пришел за него поболеть. Но хорошо, что наша команда самая сильная и смелая. На турнир заявлено 6 детских и 5 команд ночной хоккейной лиги. Для победителей и призеров подготовлены памятные подарки, кубки и грамоты от Олимпийского комитета России. Такие турниры станут ежегодной традицией ингушского спорта, тем более, что условия позволяют. Юсуп Гелисханов, Адам Мережков, Новости 24. Свой профессиональный праздник отмечает научное сообщество страны. Именно в этот день, 300 лет назад, Петром I был подписан указ об основании Академии наук и художеств, которую позже переименовали в Российскую академию наук. В копилке достижений российских ученых первое радио в мире, электрическая лампочка, микроскоп, видеомагнитофон, разработка учения о биосфере, запуск искусственного спутника Земли, ввод в эксплуатацию первой в мире атомной станции. Десятки российских ученых отмечены Нобелевскими премиями. Вклад, который Академия наук внесла в развитие различных сфер, трудно переоценить. Различного рода исследованиями занимаются и ингушские ученые. В 1926 году в республике был основан научно-исследовательский институт имени Чаха Ахриева. В приоритете для научных деятелей изучение истории, языка, литературы и этнографии ингушей. К профессиональному празднику коллектив приурочил семинары и встречи, направленные на развитие научного сообщества республики. Тем временем в 15-й Назрановской школе учащиеся доказывают, что баскетбол – игра для настоящих джентльменов, хотя среди команд есть и представительницы прекрасной половины. Тут уже об уступках для дам речи не идет, только игра. В рамках второго этапа региональной олимпиады по физической культуре школьники помимо баскетбола соревновались еще и в гимнастике. Материал Идриса Ижиева. Первое занятие на тему баскетбола. Учащимся предстоит за определенное время провести баскетбольный мяч по специально намеченным путям, при этом попасть в кольцо с места, а затем и в движении.
Получается с переменным успехом. Ведение мяча на большой скорости только с виду кажется простым занятием. На практике все гораздо сложнее. Азамат Танкиев сегодня один из фаворитов. Провести мяч и закинуть точно в кольцо для него не проблема, ведь спорту он посвящает много времени. Поэтому первое занятие дает ему преимущество. Я уже второй год участвую в этих олимпиадах, и также я сам занимаюсь баскетболом уже третий год. Поэтому первые задания для меня были легкие. Сейчас ждем следующие задания. А скажи, теорию у тебя получилось нормально сдать? Да, теорию получилось нормально сдать, так как задания были не очень сложные. В спортзале царит настоящая конкуренция. Каждый участник хочет выполнить задания быстрее и лучше своих соперников. Абдулла Матиев справляется с упражнением на отлично. В приоритете для него скорость, ведь учитывается не только правильное выполнение, но и время. Пока что Абдулла идет на первых позициях. Я уже второй или третий год хожу, и в принципе ничего сложного не было. Я выполнил сегодня задание на хорошее время, и есть шанс выиграть. Именно баскетбол развивает координацию и способствует быстрому мышлению. Если парням игровые виды спорта даются легко, то девушкам, как правило, куда сложнее. Несмотря на трудности, они не сдаются, ведь хороший результат в упражнении повысит шансы на первое место. Олимпиада проходит очень хорошо. В прошлом году задания были намного легче, но в этом году усложнили, и это было очень интересно. Баскетбол был очень тяжелым, но гимнастику мы прошли все хорошо, и я думаю, что мы получим первые места. А дальше участники переходят к гимнастике. На нескольких матах ребятам предстоит выполнить ряд упражнений с элементами акробатики. Сделать все идеально очень сложно, однако это хорошая возможность реабилитироваться и набрать недостающие баллы. Олимпиада состоит из двух этапов. Накануне более 100 ребят со всех уголков Ингушетии прошли теоретическую часть. Олимпиада по физической культуре способствует развитию учеников как физически, так и интеллектуально. А самое главное, помогает выявить талантливых ребят. Вообще-то эта Олимпиада по физкультуре очень полезная. Дети стараются все элементы выполнить. У них есть желание поехать, показать себя, насколько они гибкие, насколько они быстрые. Вот это и вычисляется в данном виде. Кто гибкий, кто выносливый. У них же также есть, помимо практики, и теоретическая часть. Это у них проходило вчера, то есть у них была теория, а сегодня практика. И эти два элемента у них суммируются и вводятся в общем итоге победитель. После выполнения всех упражнений судьям предстоит подсчитать баллы и выявить лучших. Победителей и призеров наградят грамотами и медалями. Идрис Ижиев, Магомед Майсигов, Новости 24. От качества подготовки зависит исход соревнований для каждого из них. Дзюдоисты Караблакского физкультурно-оздоровительного комплекса готовятся к предстоящим соревнованиям. Спортсмены будут представлять республику на первенстве СКФО, которое пройдет в Грозном с 10 по 13 февраля. На какие упражнения спортсмены делают упор перед важными схватками, узнавал наш корреспондент. Упражнение на растяжку – это самое важное звено любой тренировки. Без него страдает не только общая физподготовка, но и сама техника дзюдоиста. Об этом не понаслышке знает и Мансур Хамхоев. Атлету всего 13 лет, 7 из которых он провел на татами. Сейчас Мансур основательно готовится к предстоящему первенству СКФО. Спорт меня привел отец. Мне этот спорт нравится из-за того, что этот спорт не травмоопасный, как другие виды спорта. Еще мне нравится, как здесь проходят красивые броски. Далеко не секрет, то с каким успехом закрепился в Ингушетии вид борьбы, возникший в конце 19 века в Японии. Кстати, там дзюдо является обязательным предметом в школе для мальчиков и девочек. Популярность и привлекательность этой спорт-культуры во многом обязаны зрелищным поединкам, где сочетаются и броски, и болевые приемы, наряду с борьбой лежа и стоя. Тренировки борцов кимоно проходят 2 раза в день, утром и вечером. Это подетальный разбор и бросков, оттачивание навыков и хорошей реакции, плюс упражнения на гибкость и выносливость. Предстоящие соревнования, или точнее первенство СКФО по дзюдо для юношей и девушек до 15 лет, для Магомеда Ажигова билет на первенство России. Я завоевал 2 место в республике и завоевал путевку на Россию. Я, конечно, хочу побороться на России. И в дальнейшем хочу драться на турнирах. Дисциплина наряду с усердными тренировками. Впрочем, каждому бойцу нужен индивидуальный подход. У нас сейчас идут планы тренировок утром и вечером. Утром у нас жгуты, бег,
А вечером у нас ковер, отработки, схватки. Как бы маленький сбор у нас идет. Заслуживает внимания и отдельный зал, где также на первенство СКФО готовятся воспитанницы спортивной школы, среди которых и Тандила Горданова. За короткий срок она сумела освоить в совершенстве дзюдо и является титулованным борцом. Мне с детства как бы нравилось заниматься спортом, я еще с братом занималась. И вдруг в прошлом году, это было осенью, я узнала то, что в позапрошлом году осенью я узнала то, что у нас в Ингушетии в этом ФОКе преподает девушка Мадина. И мне как бы захотелось походить в дзюдо, так как это преподает девушка, зал отдельный, занимаются только девушки. Почему бы и нет? Тренировка к предстоящим соревнованиям требует особенной сосредоточенности спортсменов и поэтому исключает нахождение в зале посторонних людей, в том числе и родителей юниоров. Поэтому и наша съемочная группа удаляется, оставляя борцов наедине с наставником. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.